Костя, уже некалькі матчаў запар ты прызнаешся лепшым футбалістам у складзе мінскага Торпеда. Як з пазіцыі голкіпера ты ацэньваеш сённяшнюю гульню каманды, чаму не атрымалася забіць? Ну, скажем так, наверное, у нас игра распалась на 2 тайма, так, причем конкретно распалась. Первый тайм мы еще оборонялись, как бы, как это сказать, компактно. То есть Смоличи, в принципе, владели мячом. Для нас это как бы уже не ново, у нас редко получается, когда владеть мячом. Вот в первом тайме особо не давали ничего сопернику создать, а вот во втором тайме что-то начался немножко какой-то хаос, разбрелись, играли не в позициях, начали пропускать контратаки, любой наш стандарт заканчивался контратакой их. То есть я как-то в этом проблему больше заметил. А в плане того, что признаюсь лучшим игроком матча, я бы не хотел на этом акцентировать внимание. Все-таки командный вид спорта, и где-то просто получается лучше работу свою делать, где-то немножко хуже. Ну, если я помогаю команду своими действиями, то я очень за это рад, потому что все-таки мы Торпедо Минск команда, и я ради этого только сюда пришел, чтобы набирать очки, помогать команде. Сярод журналістаў чулася шмат меркаванняў наконт таго, што ў другім тайме каманда крышечку падздала. Як табе это не хотел? Я бы, наверное, сказал, все-таки тут больше проблем было в организации игры. Может быть, кто-то чего-то не понял, ребята выходили на замену не то чтобы неудачно, а просто как-то получалось, что не в позициях, и мы оборонялись как-то совсем разрозненно. То есть не было ни компактности в линиях, ни между линиями. То есть что-то, какой-то сумбур. Возможно, просто, может, кто-то недопонял саму установку на второй тайм. Ну, все-таки я согласен, что второй тайм мы сыграли гораздо хуже. В плане и обороны, и в атаке у нас совсем ничего не получилось. Стоит признать, что Смолевичи неплохо смотрелись во втором тайме. Многие после матчу минулого тура чакали такую гульню, як с Батэ. Сегодня команда отрознилась на этом деле. Ну, мы всю неделю работали, во-первых, над атакой, над завершениями. Ну, немножко у нас как-то сейчас такой период, наверное, что в атаке не получается. Просто когда еще много акцентируешь на это внимание, ну так, просто мир устроен, наверное, все-таки это как-то такой ахиллесовой пятой становится. Вот мы много об этом говорим, много над этим работаем, и ребята на тренировках забивают голы, неправильно открываются, и тренерский штаб все объясняет. То есть это проблема именно не... Да я думаю, что и мастерства хватает, не то, что там в мастерстве проблема. Просто такой вот период, надо как-то это преодолеть. Вот у нас было 4 поражения подряд, или сколько? Мы уже сейчас не проиграли, набрали очки, это уже как бы плюс. То есть все-таки нужно исходить из положительных каких-то моментов. Я все-таки считаю, что это будет правильно. Да, не забиваем, пока не, вот сегодня не забили. Ну, у нас еще есть впереди игры, где нужно реабилитироваться, как-то переломить это. Все-таки у нас команда бойцов, скажем так, мужчин. Я думаю, что не заржавеет за нами. Все будет хорошо.